Москвы в Уфе. В студии сегодня Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер для ваших смс-ок напомню. +7 927, да, сказал звукорежиссерский пульт с хорошим таким акцентом. +7 927 304 10 51. Пишите нам не только сообщения, но и присылайте сообщения в Телеграм. Так что можно все-таки им пользоваться, почему-то мало им кто пользуется. Трансляция у нас на Ютубе, на Фейсбуке запущена, традиционно нас можно смотреть. Мы, как обычно, в прямом эфире работаем, почитаем сегодня, что писали наши коллеги. У нас сегодня не печатная пресса, поголосуем обязательно. У нас есть сегодня еще на розыгрыш билет пригласительный на 2 лица на спектакль «Я ненавижу свое лицо». Первый независимый уфимский театр «The Theater» на 14 марта. Давай, наверное, сразу запустим этот розыгрыш. Друзья, вот был такой прекрасный человек Константин Станиславский, да, теоретик театра, изобретатель вот этой известной актерской техники. А скажите, друзья, какая настоящая фамилия у Станиславского была? Станиславский — это псевдоним. Первому, кто нам пришлет настоящую фамилию Константина Станиславского, мы, собственно, подарим вот этот пригласительный на спектакль «Я ненавижу свое лицо». Он будет 14 марта уже на этой неделе. +7 927 304 10 51. А давай скажем, во сколько и где? В 20 часов, клуб 11. Это клуб, который находится в Огнях Уфы. Угу. Принимайте участие. Ну и добавлю, что у нас сегодня также будет фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях нашего коллеги был депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Об итогах работы Хабирова и Ульфата Мустафина за 5 месяцев в том числе будет фрагмент. Во второй части нашей программы в нашей студии будет гость, зам управляющего отделением Национальным банком по республике, то есть представитель Центрального банка России Егор Михтанюк. Поговорим о мошенниках, которые на финансовом рынке, к сожалению, присутствуют, о кибербезопасности, поэтому также вопросы гостю вы можете присылать. Ну и начнем мы с обзора прессы. Слушай, хочу тебя спросить, как вообще в Демских дворах с водой? Я плыву. Плывешь, да? Я плаваю. Я прям занимаюсь плаванием второй день. Друзья, кстати, напишите нам, как вы вообще, если вы по Уфе передвигаетесь на своих двоих, напишите, как вам вообще, как ваши впечатления об этом? +7 927 304 10 51. Почему спрашиваю? Просто Идель Реалии пишут о том, что метеорологи Башкортостана прогнозируют не сильные при этом половодье. Не сильные. Вот. Ну, и ладно. якобы, значит, на территории региона будет ниже на 10-15% уровень воды. Об этом рассказала на совещании в правительстве руководитель Башгидрометцентра Велора Горохольская. Значит, при этом затопление грозят, оказывается, населенным пунктам в районе Сибая и Башкирского Зауралья. Там запасов воды в снежном покрове больше, чем обычно, на 176%. Средняя температура в марте при этом будет держаться на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. Также на ситуацию повлияет то, что часто будут идти дожди. Окончательные данные по половодью они получат 25 марта. Ну, то есть это еще не окончательные данные. Тем временем из-за уборки снега в Уфе перекроют улицу. Об этом утром уже пишет про Уфу. Улицу Батырскую перекроют с 9 утра. Вот уже перекрыли, я так чувствую. На участке от Степана Кувыкина до Авроры ограничение на движение введено, чтобы не создавать проблем снегоуборочной техники. Администрация опять в очередной раз просит убирать свои машины с территории тех, кто там живет. В противном случае их увезут эвакуаторы. Сроки завершения комплексной уборки не уточняются. Видимо, весь снег, который есть на Батырской, увезут. И тут про Уфу напоминает, что в связи с потеплением, которое внезапно нагрянуло в Башкирию, ребят, март на дворе коммунальные службы населенных пунктов вынуждены работать в усиленном режиме. Вчера из-за плюсовой температуры в Уфе автобусы не могли подобраться к остановкам, так как их разделяли метровые лужи. А можно я передам привет коммунальщикам, которые не увозят снег на соответствующие снегоплавильни? Пожалуйста. Конечно. Я передаю вам привет, друзья. От жителей всего микрорайона Яркие в Деме я передаю вам огромный привет, потому что из-за вас, из-за того, что вы не вывозите снег туда, куда по закону положено его вывозить, мы плаваем. Мы занимаемся прям спортивными уже видами, олимпийскими видами спорта. Да практически, даже если снег не успели вывезти, сделайте вы там, я не знаю, ручейки, да, чтобы вода куда-то ушла, я не знаю, если уж нет ливневок у нас, как известно, но хотя бы куда-то, я не знаю, в канаву. Конечно, то, что творится у нас во дворах, это просто нечто. Друзья, я напоминаю, да, что мы у вас тоже пытаемся узнать, как вам погодка и как вам вот это вот все, что происходит у нас на улицах Уфы. +7 927 304 10 51. Если вы передвигаетесь по городу пешком большую частью, да, пишите, как вам это вообще все
Получается у вас. Продолжая коммунальную тему, реальное время о том, как Башкирия обошла Татарстан в рейтинге самых замусоренных регионов России. Вот хоть где-то выиграли. В таких рейтингах мы обходим Татарстан. Ой, значит, объем формируемого в регионе мусора составил почти 13 миллионов кубометров в год. Татарстан на 8-й позиции, всего лишь 9,6 миллионов кубометров в год. Эти данные приводит, значит, РБК. Вот, здесь среди регионов лидеров, как обычно, Москва, Московская область, в общем, и мы не сильно от них отстали. Ну, в общем, здесь, наверное, прямая зависимость от количества людей, которые в регионе проживают. То есть не говорит о том, что у нас просто экономическое благосостояние лучше, и типа у нас больше мусора из-за этого производится. А тем временем ПРОУФУ пишет про то, что первый всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы пройдет в Уфе. Об этом сообщает Минобразование. С 10 по 12 апреля в Уфе состоится первый всероссийский съезд учителей башкирского и литературы. Поводом для проведения, как ты думаешь, что стало? Естественно, столетие образования республики. Помимо этого у съезда есть 3 основные задачи. Это поиск новых научно-методических и инновационных подходов в преподавании башкирского языка и литературы, расширение научно-образовательных связей и сотрудничества в сфере национального образования и содействие сохранению башкирского языка. Мероприятие пройдет в конгресс-холле, который теперь у нас называется Таратау. Да. Вообще, конечно, неплохо бы найти вот эти самые инновационные способы. Межгалактический съезд учителей. Это в смысле так и написано? Нет, но это ты делаешь это вывод. Юмор. В общем, да, чтобы дети хотели изучать язык, в конце концов, и чтобы язык сохранялся, наверное, действительно стоит разработать какие-то методики для того, чтобы детям стало это более интересно. Угу. Тем временем также чиновники Башкирии потратили на разработку брендбука 1,3 миллиона рублей. Значит, на разработку брендбука эти деньги были каким-то таким экстренным способом собраны и переданы, получается, пишет ПРОУФУ. Значит, это все произошло, точнее, что сюда входило? Разработка логотипа вознаменования столетия республики, услуги по разработке правил по применению этого брендбука, адаптация фирменного стиля к основным группам носителей. Значит, и при довольно внушительном объеме работ, это 10 вариантов логотипа, 12 цветовых концепций, 12 вариантов примера фирменных констант. Ой, какие здесь термины. Значит, все это произошло. Что это? Ну, видимо, это должны рекламщики, в общем, да, и пиарщики разбираться в этих терминах. Это вообще что такое брендбук? Официальный документ в виде каталога или книги руководства по использованию фирменного стиля организации. Стандартный брендбук включает в себя бренд, фирменный стиль, правила взаимодействия с различными СМИ. Ой-вей, ничего не поняла. Ну да, здесь как бы... Я думаю, таких рядовых жителей республики разработка брендбука не коснется абсолютно. Житель Стерлитамака планирует организовать субботник на Куштау и просит присоединиться всех, кому не безразлична судьба шиханов. У меня что-то сегодня прям день про Уфу в обзоре. Житель Стерлитамака Сергей Кузнецов организовал субботник на Шихане. Инициатор предлагает каждому участнику привезти с собой плакаты или баннеры, чтобы выступить в защиту гор от промышленных разработок. Житель Стерлитамака, видимо, не в курсе, что субботник и несанкционированная акция, которая грозит, да, которая, видимо, все-таки пройдет, если там будут плакаты и баннеры, это все-таки разные вещи. Когда он планирует? Да, 11 мая. Весна уже на пороге, это значит, что совсем скоро многие вершины станут легкодоступными для абсолютного большинства людей. Друзья, я предлагаю 11 мая в субботу приехать на Куштау, написал организатор на своей странице ВКонтакте. Кузнецов рассказал редакции о предстоящем мероприятии. Он признается, что не является общественным деятелем или активистом, он просто неравнодушный турист-любитель. Живя рядом с Шиханами, я не могу оставаться в стороне от проблем, связанных с ними. Очень много пустой болтовни в интернете, петиции и прочее. Необходимо всем собраться для доброго дела. Пока неизвестно, сколько человек примут участие в очистке территории от мусора, автор субботника подчеркнул, что реакция народа совсем не бурная. Однако Кузнецов не тешит себя иллюзиями, он будет рад любому количеству отозвавшихся людей. Главное, чтобы они преследовали единую цель, а цель — это защита природного наследия в Башкирии. А зачем там плакаты? Зачем там плакаты и чем обусловлен выбор именно Куштау, да? То есть у нас еще Юрактау и Таратау в конце концов есть. Так мы в итоге что там на разработку-то отдали? Куштау как раз. Вот, видишь, субботник, слэш-митинг, слэш еще что-нибудь. Ну, значит, внимание как раз-таки будет приковано соответствующих органов. Я боюсь, 12 мая мы будем писать о задержаниях, знаешь, там каких-нибудь особо ярых активистов, которые очень активно убирались. За шарики, за плакаты, как у нас уже принято. Журналистам тем временем показали, как будет выглядеть круизный лайнер «Мустай Карим». Увидел я заголовок в моем кассете и решил, что у нас появятся новые теплоходы в Бельском нашем речном пароходстве. На теплоходе музыка играла? Но, к сожалению, да, недолго музыка в данном случае играла, потому что это нас не касается никак.
Теплоход «Мустай Карим» представили журналистам в Москве, и этот теплоход стал... Блин, да ладно. Значит, вторым круизным лайнером, построенным на постсоветском вот пространстве. Это засада вообще. А почему «Мустай Карим» в Москве? Вот, а первым стал Петр Великий, то есть Петр Великий, «Мустай Карим». Вот два таких у нас теплохода в итоге строятся. Сильно, мощно. Значит, он будет при этом ходить по маршруту не Уфа, там, Казань, да, а Москва, Санкт-Петербург. И, значит, уровень кают этого лайнера, значит, здесь по фотографиям, и не только по фотографиям, по тексту, видно, что это уровень 5-звездочного отеля, длина судна 141 метр, вместимость 342 человека, экипаж 144 человека, а скорость 22,5 км в час. Ничего себе. Подборка фотографий, ну, в общем, здесь очень впечатляет, ничего подобного в тех теплоходах, которые у нас здесь курсировали, не было, не знаю. И проект будет реализован якобы и передан корабль заказчику в феврале 2020 года, вот уже через год практически. Слушай, ну прикольно. Из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву на «Мустай Карим» плыть. Класс. Классно, да. Только где логика вообще, где смысл? Смысл и логика, наверное, как часто у нас бывает, смысле, кроется в больших кошельках. Понятно, что как бы когда есть самолет «Мустай Карим», который курсирует, да, между Башкирией, там, не знаю, другими регионами страны, а есть теперь еще и самолетов катер. у Аэрофлота больше сотни, да, назвать их проще. Этот теплоход второй, да, вот получается у нас Петр Великий и «Мустай Карим». Это уровень. Это вот уровень, Петр да. и «Мустай». Буквально прям хочу коротенько отметить материал на «Коммерсанте». У «Красного и белого» дело не табак. Называется статья. Башкирский филиал сети алкомаркетов оспаривает запрет на продажу сигарет в антимонопольном ведомстве. Тут довольно большой материал, не буду весь зачитывать. Если кому интересно, то это авторство Булата Баширова. Можете зайти на «Коммерсант», почитать, прям свеженький текст. Слушай, а им запретили торговать? Да. Вообще в целом во всей сети? Смотри, управляющая компания «Лабиринт Уфа», она управляет башкирскими магазинами все-таки «Красного и белого», судится с региональным УФАС за право продавать табачные изделия. В марте прошлого года антимонопольное ведомство, рассмотрев жалобу Нижегородского ООО «Альбион-2002», обязало сеть алкомаркетов в течение месяца прекратить продажу во всех торговых точках Башкирии, указав, что магазины расположены в том числе вблизи школ. Ага, вот в чем причина. Вот. Ну что ж, обзор прессы закончим, и вашему вниманию предлагаем фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, в гостях которого был депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. У будущих оппонентов Рио главы Ради Хабирова уже наверняка скопился задел для конструктивной критики его первых шагов на этом посту. Или все, что он успел сделать в республике, на ваш взгляд, было необходимым и правильным? Я бы разделил первые впечатления от руководства Хабирова на две части. Первое – это презентация нового стиля управления, что, на мой взгляд, удалось и получилось благодаря в основном пиар-службам и тем действиям, тому характеру, который соответствует Хабиров. С другой стороны, это доведение до конца того, что начато. Оценивать доведение до конца, мне кажется, все-таки еще рано. Вот и ближе к выборной кампании будут очерчены определенные позиции, потому что сделано и не сделано. По транспортным проблемам, экологическим проблемам. Почему Сибай произошел? Потому что проблему притушевывали пудрой. Пытались замалчивать тогда, когда необходимо было трубить в набат, пытались под шумок все это делать. Авось рассосется. Ничего не рассосется. Поэтому здесь мы будем, собственно, исходить из конструктивной критики, потому что с Хабировым не пройдет ни популизм, не пройдет ни спекуляции, да и я сам лично не считаю нужным спекулировать на тех или иных проблемах. Необходимо давать четкие решения, как мы будем решать ту или иную проблему. Проблему экологии, проблему сельского хозяйства, проблему развития промышленности. Я сконкретизирую. Например, шаги по нелегальным автоперевозчикам в Уфе. Да, это громко было. Из последних это вот ремонт подъездов, добыча камня в Башкирском Заурале, ротация на министерских должностях. Ваше мнение, все ли они были правильно сделаны? Или в чем-то была поспешность? Нет, обозначены проблемы правильно. Другое дело доведение до конца этих проблем. Ну, возьмите, например, транспортные проблемы. Нелегальные перевозки, во-первых, это бич всей страны, когда нелегалы коррупционными схемами договариваются с властимущими, и они дают им там зеленый цвет. Как следствие, это коллапсы на дорогах, безопасность жителей. С этой проблемой реально надо бороться. Хабиров бросил вызов, но не предложив ничего нового, не предложив решения этой проблемы. Я думаю, что рано еще об этом говорить как о свершившемся факте, что это все провалилось или не провалилось. Для того, чтобы решить, в Москве решали эту проблему, не в один день. Другие возможности, другие деньги и так далее. Возьмем, например, опыт Татарстана и Казани. Александр, может быть, следовало транспортный вопрос решать постепенно, а не так вот шашкой наголо? Конечно, мы можем вывести на определенную критику, которая на сегодняшний день не решена. Но я еще раз говорю, не получится. И для меня глубоко
неприятно спекулировать на тех или иных проблемах. Потому что, если посмотрим, вот что будет через год, останется на этом уровне, а это будет примерно разгар выборной кампании. В каком контексте это все решится? Потому что мы сейчас прошли только зиму. Зиму надо отдать должное, что-то, на мой взгляд, видно, какие-то изменения Снега было меньше, чем досталось тому же Елалову в прошлую зиму. Как раз вы помните вот эта история с Елаловым, когда спекуляция на снеге, это как раз было противостояние двух ветвей власти. Да, города и республики. Вот этого недопустимо, и сегодня видно взаимопонимание. И еще раз говорю, нет. Александр, вам все-таки, может быть, Первопрестольное хуже видно, но, тем не менее, очень много было претензий со стороны уфимцев на том, что снег плохо убирается в внутриквартальных территориях. Одно дело навести глянец и чистоту на центральных улицах, и другое дело зайти во дворы. Это должна быть совершенно иная система. Она должна быть поддержана в том числе и финансовыми механизмами. Она должна быть управленческими кадрами. Все заявленные проблемы – это вопрос мэра. Это его программа, мэрская программа. Я еще раз говорю, я бы не хотел вот вникать в нюансы, которые там убрал снег, не убрал снег. В целом еще другие проблемы. Дальше уборка там города. Город должен быть чистый. То есть те шаги, которые предпринял риоглавы, они были в принципе правильные? Нет, их рано оценивать. Чтобы не спекулировать, их рано оценивать. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях у нас вчера был депутат Государственной Думы от КПРФ Александр Ющенко. Этот эфир вы можете еще раз послушать и посмотреть на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программа», на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. А мы сейчас... кстати, у нас есть победитель. Давай-ка. Я напомню, что мы в начале разворота спрашивали у вас, какая настоящая фамилия у Константина Станиславского. Настоящая фамилия у него Алексеев. И первый эту смс-ку с этой фамилией прислала нам Любовь. Любовь, мы вас поздравляем. Я после эфира вам позвоню, расскажу, как и где забрать билет на спектакль. Ну что, мы будем голосовать? Давай. Голосовать мы будем по довольно забавному поводу. Онищенко, Геннадий Онищенко, главный санитарный врач страны, приехал в Казань. Слушай, он был главным санитарным врачом, но он известен в этой ипостаси. Сейчас он просто депутат Госдумы, по-моему. Давай будем, да. Приехал он в Казань, чтобы обсуждать с жителями республики и с областями местными проблемы развития самозанятости, да, вот этой всей. Как там санпины развиваются, как там... Как вообще все... торты в домашних условиях. Да, как вообще все это делается, торты. И, в общем, был там на самом деле довольно большой материал на реальном времени, но меня задела такая маленькая подглавка, в которой у Геннадия Онищенко спрашивали как раз про домашние тортики, мамочки с тортами, которые там в декрете их пекут или что-то в таком духе. В числе прочего, Рустем Минниханов, глава Татарстана, в шутку предложил Геннадию Онищенко попробовать губадию. Я напомню, что это национальное блюдо, да, как татарское, так и башкирское. Собственно, я почему на это обратила внимание, это и наше национальное блюдо в том числе. На что Онищенко сказал следующее. Я буду чак-чак и бурсак. Губадия не мужская еда. В зале повисла пауза. Почему не мужская? В общем, почему не мужская, он не ответил. Друзья, у меня к вам вот такой вопрос. Слушайте, а есть вообще понятие вот в вашей ежедневной жизни, да? Есть у вас понятие мужской и женской еды? 262, 72, 47. Да, мужская еда — это мясо, а женская еда — это там всякие тортики, салатики, сладенькое, да? 262, 72, 47. 262, 72, 48, Онищенко какую-то глупость говорит, в смысле не мужская, в смысле мужская еда. И, кстати говоря, чак-чак, если уж на то пошло, то уж сладкий. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Согласны ли вы с делением Геннадия Онищенко еды на мужскую и женскую? 262, 72, 47. Да. Мужчинам мясо, как это помнишь, да, там бабе цветы, детям мороженое. Вот, мужчинам мясо, женщинам салатики, всякие тортики, пироженки, конфетки. Да, есть мужская еда, есть женская еда. Нет, этого деления нет. Онищенко говорит какую-то чушь, в смысле губадия, там не мужская еда, да, чак-чак тоже сладкое, женщины тоже любят мясо, в конце концов, что за сексизм? 262, 72, 48. Я вот прям люблю такие вещи. Прям вот, если честно, взрыв мозга. Да, по поводу губадии, во-первых, да, как это вообще возможно было так определить ее? Как чак-чак может быть мужской едой, а губадия женской? Ну что это, то есть не мужской? Губадия — это что-то сладкое, да? Тоже сладкое. Там что внутри, напомни? Ой, по-моему, рис там и еще что-то, вот эти изюм, нет?
Или я что-то путаю? Это же пирог. Да, рис, Да, вот да, Никита нам подсказывает. То есть все так и есть. Итак, друзья, напомню еще раз. 262-72-47. Мужская еда есть, существует, да, отдельно. 262-72-48. Нет, такого не бывает. Слушай, вот я вот даже знаю, среди моих знакомых... Извини, я загуглила, что такое губадия, и мне один сайт пишет, это башкирское, в скобочках, татарское национальное блюдо, а Википедия пишет, блюдо татарской и башкирской национальной кухни. Компромисс. Так вот, у меня среди знакомых все вегетарианцы, которые существуют, они все мужчины, хотя, казалось бы, да, наверное, им сложнее, жуют чаще траву, мужчины. да? Да, и ничего, прекрасно себя чувствуют. Да как-то вообще так странно это было, это не мужская еда. Я не знаю, что, может, он просто не знает, что это такое, поэтому решил, что, скорее всего, показывать он не хочет. Давай продолжим это голосование, а сейчас пока прервемся на новости. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Британский парламент сегодня повторно проголосует по Брекситу. Предыдущая попытка обернулась провалом. Депутаты отказались поддержать план выхода из ЕС, предложенный премьер-министром Терезой Мэй. Об этом подробнее Евгений Снегов. Правительство Великобритании во второй раз попробует провести свой план Брексита через парламент. Времени для этого остается все меньше. Ранее Тереза Мэй выразила уверенность, что на сей раз соглашение все же будет одобрено. При этом премьер дала два обещания. Во-первых, в случае отказа поддержать план правительства, депутаты смогут одобрить или отвергнуть выход Великобритании из состава ЕС без всякого соглашения. Во-вторых, если парламент все же откажется вывести страну из Евросоюза без соглашения, то правительство предложит депутатам одобрить временный перенос даты Брексита. В таком случае процесс будет запущен не позже, чем в конце июня. По утверждению Мэй, дополнительных переносов сроков уже не будет. Глава Европарламента Антонио Таяни допустил возможность переноса сроков Брексита, добавив, что беспорядочный выход Великобритании из ЕС очень важно предотвратить. Предполагается, что процесс окончательного выхода Великобритании из Евросоюза начнется 29 марта. Американские власти признали безопасной дальнейшую эксплуатацию Боинга 737 МАКС, несмотря на трагедию в Эфиопии. Федеральное авиационное управление США заверило, что незамедлительно примет меры, если будут обнаружены какие-либо проблемы с этой моделью. В результате крушения самолета под Аддис-Абебой погибли 157 человек. Между тем, уже ряд международных авиакомпаний, а также Сингапур объявили о том, что приостанавливают полеты самолетов этой модели. Власти Венесуэлы задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, по словам президента республики Николаса Мадуро. Оба причастны к случившемуся на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы. Он добавил, что были предприняты кибератака, электромагнитные импульсы и физическое нападение. С вечера четверга большая часть страны осталась без света. Мадуро утверждал, что за этой аварией стоят Соединенные Штаты. Россия не будет передавать Японии Курильские острова, как сказали источники газеты РБК в Кремле. У них таких планов нет. Российское руководство полагает, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимыми для Токио. Сами переговоры по вопросу о мирном договоре между двумя странами формально продолжаются до сих пор. Президент США Дональд Трамп просит Конгресс выделить более $500 миллионов для борьбы с влиянием России. Эти средства Белый дом хочет направить в Европу и Центральную Азию для укрепления совместной безопасности, защиты территориальной целостности американских союзников, а также поддержку отказа партнеров Вашингтона от использования российского оружия. Об этом говорится в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Аэропорт Якутска вернулся в штатный режим работы. Ранее в правоохранительные органы поступил звонок о якобы заложенной там бомбе. Пассажиры и персонал были эвакуированы в ближайшую гостиницу, но сотрудники экстренных служб не обнаружили в здании подозрительных предметов. В результате инцидента были задержаны 5 рейсов. В Москве сейчас 4 градуса ниже нуля, давление 735 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается местами небольшие осадки, -1 +1. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900.
13 марта вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Булатом Загреддиновым обсудим, кому доверять – банку или брокеру. Слушайте эфир в среду в 8:45. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. Свои вопросы присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. Открой журнал «Дилетант», окунись в глубины мировой истории и в мир увлекательных событий. Журнал «Дилетант» — это твой спутник и помощник в познании истории страны и мира. На страницах журнала ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику, красочные иллюстрации, историю оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы. Куда сходить и во что поиграть? Стань интересным собеседником. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Суд в Санкт-Петербурге прекратил административное дело против уфимца Кирилла Матвеева, задержанного в феврале на Невском проспекте. О том, что Куйбышевский районный суд Петербурга закрыл дело из-за отсутствия состава преступления, «Эху» сообщил сам Матвеев. По его словам, адвокату Андрею Черткову удалось доказать, что показания полицейских противоречат друг другу. Кроме того, судья учел, что Матвеев выполнял редакционное задание «Эхо Москвы» в Петербурге, где в то время он проходил стажировку. Напомню, Кирилла Матвеева задержали в начале февраля вместе с двумя активистами движения «Весна», которые прошли по Невскому проспекту с плакатом. Он был задержан, несмотря на то, что у него было журналистское удостоверение. В полиции тогда заявили, что Матвеев должен в суде доказать, что выполнял свои профессиональные обязанности. В Уфе под автомобилем провалился грунт. Случай зафиксирован 11 марта на улице Менделеева возле дома номер 207. Пресс-служба мэрии города сообщает, что причиной стал излом плиты перекрытия магистрального трубопровода, принадлежащего БАШ-РТС. Автомобиль не получил механических повреждений. БАШ-РТС приступит к восстановлению поврежденного участка утром 12 марта. Ситуация находится под контролем городских служб. В Башкирии семиклассник, катаясь с горки, влетел в электроопору. Случай произошел в деревне Сакмар-Назаргулова Хайбулинского района. Как сообщает медиакорсеть, мальчик попал в больницу с переломом черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. В данный момент он находится под присмотром врачей. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, ветер с порывами до 16 метров в секунду, дождь со снегом. Температура воздуха от +1 до +3 градусов. Сейчас за окнами облачно, 2 градуса тепла. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова, +7 927 304 10 51, номер для ваших СМС-сообщений. Я напомню, что до перерыва на новости мы у вас спрашивали, согласны ли вы с Геннадием Онищенко в том, что существует еда мужская и еда женская. Если вы с ним согласны и считаете, что вот чак-чак — это мужская еда, а губдия женская, то ваш номер 262 72 47. Если вы с ним совершенно не согласны, то ваш номер 262 72 48. Мы
Подводим итоги голосования. Сейчас это падают окончательно. Ну что, 12% наших слушателей согласны с Геннадием Онищенко и считают, что чак-чак — это вот мужская еда. А вот губадия — это вот там вот для вас, для девочек. И 88% наших слушателей не согласны и считают, что нет вообще понятия мужской и женской еды. А вот интересно, как наш гость из Нацбанка считает? Давай-ка спросим. Для начала представлю. У нас в гостях Егор Михтанюк, заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Центрального банка Российской Федерации. Вот такой вот. Доброе утро, Егор. Доброе утро. Ну что, вы согласны с Онищенко? Я, честно говоря, не понимаю, о чем идет речь, но все-таки Онищенко приехал в Татарстан, и мы предложили попробовать губадию. Он сказал, что это больше для женщин, а вот чак-чак и бурсак — это мужская еда. Поэтому есть он будет чак-чак и бурсак. Ну, он большой специалист в этих вопросах. Я буду ему доверять. Ну все. Ой, а у нас с вами, конечно, другая тема. Это финансовая грамотность, это безопасность даже, точнее, да, на финансовом рынке, на рынке банковских услуг и все, что с этим связано. Значит, почему решили вот вас пригласить? В последнее время участились случаи, вот лично у меня, да, когда различного рода мошенники пытаются дозвониться, точнее, им удается это сделать, дозвониться, и пытаются увести деньги с банковских карт разными путями. Уж насколько я, как бы, человек, который в финансовой сфере работал и вроде как продвинут относительно, да, там, в интернет-технологиях, иной раз не сразу могу идентифицировать, что имею дело с мошенниками. Тем более звонят в основном, да, прям с номеров, которые... Прямо с номеров. Ты гуглишь, и ты понимаешь, что это, например, там Сбербанк условно. Конечно. Они даже говорят: возьмите карту в руки, а посмотрите номер на задней стороне карты. А это тот самый номер, с которого мы звоним. То есть, как бы, вот все. Как вы это можете как все себя объяснить, обезопасить? Как себя вести в этих ситуациях, да? Ну, безусловно, поскольку сейчас очень много у нас происходит операций с банковскими картами, их число растет, доля банковских операций по банковским картам постоянно увеличивается, люди все больше пользуются банковскими картами в магазинах, особенно в интернете. Кстати, сразу уточню здесь. Есть данные по Башкирии, а сколько процентов платежей по картам у нас проводится? Уже больше половины, грубо говоря, или еще нет? Таких данных у меня, я ими не владею в данный момент, но доля растет. Я думаю, что это где-то порядка 20-25%. То есть еще не больше половины? Еще не больше половины, но доля постоянно увеличивается. Возвращаясь к вашему вопросу, люди, которые пользуются картами, подвергаются атакам со стороны мошенников, так же, как и в любой другой сфере, где есть возможность что-то украсть. Мошенники ищут способы атаковать людей, пользующихся банковскими картами. И в данном случае это, наверное, одно из слабых звеньев человека в этой ситуации. Да, и на него проще воздействовать, чем заниматься каким-то разработкой программного обеспечения, искать, взламывать что-то, искать какие-то ходы, коды для того, чтобы украсть деньги. А на человека можно легко воздействовать методами социальной инженерии. Поэтому, собственно, мошенники в эту область уходят. Они организовывают фальшивые колл-центры. И то, о чем вы говорили с начала года, мы слышали об атаках на клиентов Сбербанка и звонки с номеров Сбербанка. И это один из факторов, на которые реагируют люди. И, соответственно, многие попадают на эти ситуации, делают какие-то действия, которые от них пытаются получить мошенники, и сами совершают операции и теряют свои средства. Ну, то есть проблема в том, что люди доверяют, когда слышат в трубке: «Здравствуйте, это Сбербанк», да? Да. То есть не возникает вопрос. А тогда еще вопрос. Смотрите, банки никогда не звонят клиентам, если они не предлагают какие-то рекламные там продукции. Правильно я понимаю? То есть сам звонок из банка уже, в принципе, должен насторожить. Ну, я думаю, что люди должны прежде всего ориентироваться на свой опыт. Ну, многие пользуются, точнее, все уже, я думаю, сейчас пользуются банковскими картами. Вы должны, получая звонок из банка, задуматься, а часто ли вообще вам звонил до этого банк. И это уже должно вас насторожить. Банки, конечно, могут вам звонить по разным вопросам, в том числе и вопросам, связанным с вашими платежами. Если вы помните, летом прошлого года принят федеральный закон 167 ФЗ,
по которому банки обязаны заниматься антифродом, борьбой с мошенничеством, и они обязаны выяснять у своего клиента ситуацию с какими-то операциями, которые им кажутся подозрительными. Соответственно, такие звонки в принципе возможны. Но при этом банки, конечно, никогда не будут у вас спрашивать по телефону реквизиты ваших карт, которые позволят с них снимать средства. Вот на это надо обращать внимание. Если от вас требуют сообщить номер карты, коды на обороте карты, или от вас просят сообщить код из СМС-сообщений, этого ни в коем случае нельзя делать. Ну, можете в этой ситуации просто говорить любые цифры. Если в ответ вы услышите «да, правильно», то это уже однозначно будет говорить о том, что с вами разговаривает мошенник. В моем случае реквизиты карты они назвали сами. То есть они у них были. То есть, по крайней мере, номер. Не CFC-код на задней стороне, но номер карты был. Да. И поскольку не принято называть СМС-коды, они предложили ввести СМС-код в кодовом режиме. То есть якобы мы этот код не услышим. То есть все настолько реалистично казалось, что я вот чуть было не повелся. Понимаете, да? То есть и человек обычный может легко понять, что он вот ваши советы выполняет. Номер карты он не назвал, номер кода он не назвал, он его ввел. Казалось бы, все хорошо. Да, ну... Развиваются постоянно подходы, которыми пользуются мошенники. Они все ближе и точнее копируют работу колл-центра банков. И в этой ситуации совет один. Если вы засомневались в том, что с вами разговаривает банк, просто положите трубку и наберите тот номер, который указан на вашей карте. Дело в том, что злоумышленник может подменить номер входящего звонка, но он не может перехватить ваш исходящий звонок в службу банка. И там вы можете спросить, что происходит, действительно ли есть какая-то атака на вашу карту, колл-центр банка вам все скажет. Если все-таки случай произошел, да, и человек оказался жертвой мошенника, перевел куда-нибудь там сумму, да, есть ли у него шанс вернуть эти деньги? Как-то центральный банк этим занимается, я не знаю, принуждает коммерческие банки возвращать эти деньги, или, я не знаю, еще какие-то способы? Безусловно, в соответствии с действующим законодательством, кредитная организация, если клиент не виновен в утрате денежных средств и в краже денежных средств, она обязана вернуть ему средства. А как не виновен? Он сам назвал код, оказался жертвой мошенника. Если он совершил какие-то действия самостоятельно, банк, конечно, вправе не возвращать средства. Вот поэтому и самый сложный вид атак, социальной инженерии, от нее невозможно защититься какими-то техническими средствами, потому что воздействие идет на самого человека, и сам человек самостоятельно совершает какие-то операции, находясь под влиянием мошенника. И здесь защититься можно только осознанным подходом, не волноваться, не пугаться и не бежать, совершать те действия, которые от вас требует злоумышленник, внимательно разобраться, действительно ли это СМС-сообщение от банка, позвонить в этот банк. Это самое простое действие. Да? Самое простое действие — сразу обратиться в сам банк, но со своей стороны, а не продолжая общаться и не перезванивая по телефонам, которые вам предлагает злоумышленник. Вот это вот распространенное нарушение, точнее, преступление, можно сказать, мы обсудили. Какие сейчас еще есть, возможно, виды мошенничеств, которые вы уже идентифицировали, вы их видите, но они, возможно, еще не получили широкое распространение? То есть на что стоит обращать внимание людям? Ну, на самом деле, способов мошенничества очень большое количество. Мы просто в рамках передачи не сможем их перечислить. И главное, что должен понимать пользователь банковских карт, это то, что он не должен никому сообщать ее реквизиты и не должен никому сообщать СМС-коды, потому что при сообщении реквизитов получает доступ мошенник к его счетам и к его карте. А если он сообщит код из СМС, то либо злоумышленник получит доступ к его онлайн-банку, либо он подпишет его на какие-то платные услуги, которые совершенно клиенту не нужны. Мошенничеств и классических, они постоянно развиваются, их много разных видов. Распространено использование фишинговых писем. Да? Это когда подменяется с помощью ссылок. То есть вам приходит письмо, которое выглядит практически так же, как письмо от вашего банка, с логотипами, и оно очень будет похоже, за исключением каких-нибудь незначительных деталей, которые фактически вас перенаправят, если вы перейдете по ссылке в этом письме,
вас перенаправят на фишинговый сайт, который будет полной копией сайта банка. Там вас попросят ввести логин и пароль от вашего онлайн-банка, и даже, скорее всего, вас этот фишинговый сайт переадресует на официальный сайт, и вы даже не поймете, что вы прошли такую процедуру, но ваши реквизиты попадут в руки злоумышленника. Поэтому здесь нужно внимательно относиться ко всей входящей почте. Как определить, что это фишинговый сайт? Да, действительно, дизайн этого сайта, копия, там, зеленый, там, логотип условно, если это Сбербанк, да? Что делать-то человеку? Ну, во-первых, внимательно, конечно, смотреть на ту почту, которая к вам приходит. На самом деле, часто ли вам банк пишет письма? Скорее всего, не очень часто, и вы просто среагируете на знакомый логотип. Лучше всего, конечно, иметь настроенный спам-фильтр на своей почте и не переходить просто по этим ссылкам. Если вы как бы засомневались, у вас наверняка есть сохраненные ссылки на ваш онлайн-банк, у вас наверняка стоит приложение, которым вы пользуетесь, вот через эти ресурсы и доходите. Если все-таки вот вы перешли на эту ссылку, внимательно посмотрите адресную строку, скорее всего, она будет отличаться, не скорее всего, а 100% она будет отличаться от официальной, а потом в некоторых браузерах вы можете обратить внимание, значок замочка такой в левом верхнем углу, вот он тоже должен присутствовать, иногда его зеленым цветом показывают. Это вот признаки того, что вы на официальном сайте. То есть замочек есть, можно быть спокойным, если его нет, значит, надо уже бить тревогу. Точно нужно сомневаться, но лучше все-таки пользоваться сохраненными ранее вами ссылками на сайт, с которым вы уверены. Ну и главное не паниковать, наверное, да, не кричать там: «Господи, мне банк написал», бежать что-то там нажимать, и потом в порыве вспомнить, что у меня-то вообще-то нет личного кабинета. Да, ко всей ходящей почте нужно относиться с большим сомнением. Вы все пользователи электронной почты, вы все получаете там спам с выигрышами автомобилей и призов. Это все как раз вот люди, которые пытаются, которые пытаются от вас что-то получить. Слушайте, а вот еще помню, было такое распространенное мнение, что карты банковские с системой PayPass, да, когда приложил и оплатил, тоже, я не знаю, в транспорте, по-моему, где-то говорили, да, там какие-то делают специальные штуки, которые к сумке буквально приложили и с карты деньги считали. Насколько, во-первых, это реально, во-вторых, насколько это действительно угрожает безопасности финансовой карты? Да, действительно, бесконтактные карты, они потому и бесконтактные, что можно с них списать средства в рамках установленного лимита. Сейчас это 1000 рублей, хотя вот Visa заявляет о том, что она собирается этот лимит увеличить. До 3, по-моему, да? Да, до 3000. Соответственно, какое раздолье. Соответственно, действительно, есть такие устройства, скимминговые устройства, так называемые, которыми можно такую кражу совершить. Но, во-первых, вы, расплачиваясь картами, вы сами можете, в принципе, убедиться, с какого расстояния она срабатывает, поднося к считывателю. Как правило, достаточно небольшое, там, в пределах 10 сантиметров расстояния. Защититься от этого можно, используя специальные либо кошельки с защитой, да, либо есть для банковских карт такие небольшие кейсы с защитой от воздействия. Но на практике, конечно, это не такой уж и распространенный способ краж, по крайней мере, не фиксируем мы это как какую-то большую проблему. Я просто помню, когда их только-только начали выводить, там прям паника была, что чуть ли не в маршрутке там сейчас подойдет к тебе какой-нибудь человек с пакетом, и все твои деньги с карты сразу снимутся. Не стоит так сильно этого бояться. У вас у всех уже есть опыт использования этих карт. Я думаю, что, наверное, даже и не найдется среди наших слушателей, которые с этим сталкивались. А если такое списание произошло, это такое же списание, вы точно так же должны отреагировать. Вы должны позвонить в колл-центр, либо блокировать. Просто вы не поймете, на самом деле, какая операция произошла. Да? Это бесконтактное было какое-то считывание или еще что-то, или кто-то сделал копию вашей карты. Поэтому ваши действия будут такими же. Да? Вы блокируете карту, вы сообщаете о мошеннической операции, получаете выписку, пишете отказ от этой операции в банке.
Скажите, а Центральный банк занимается пресечением подобной деятельности? Ну, то есть, например, человек стал жертвой мошенников, сообщил вам, и дальше, я не знаю, там, правоохранительные органы, поиск этих мошенников, наказание, в конце концов. Существуют ли прецеденты, когда людей ловили и, в конце концов, какие-то сроки давали? Ну, это на самом деле вопрос отношений между клиентом и его банком, и поэтому клиент обращается в свой банк, который выпустил карту, а после чего он может обратиться в правоохранительные органы. К сожалению, очень немногие это делают, и это вот оставляет ненаказанными часто злоумышленников, поэтому всем мы все-таки рекомендуем писать заявление по таким ситуациям. Центральный банк со своей стороны создает условия для того, чтобы минимизировать такие риски. Он занимается совершенствованием законодательства, нормативных актов. И в Центральном банке действует подразделение, ну, как бы оперативного реагирования на кибератаки. Это подразделение Финцерт называется. Оно создано в 2015 году. Оно работает как раз с кредитными организациями и собирает с них информацию обо всех таких случаях. Кредитная организация обязана сообщать. И обобщая эту информацию, анализируя, выявляя способы атак, новые способы атак, Финцерт, обобщая информацию, рассылает в дальнейшем в эти кредитные организации бюллетени, которые помогают выстраивать систему защиты. Вот ЦБ, по мнению даже людей, которые работают или работали, я вот про себя, да, в финансовой сфере, все-таки довольно-таки закрытое учреждение. А проводит ли, я не знаю, ЦБ для людей что-то такое, что могло бы повысить уровень грамотности финансовой людей, и в том числе финансовой грамотности в части безопасности? Вот, на мой взгляд, информирование людей, оно ведется недостаточно. Да? Условно, на центральных телеканалах я не часто вижу вещи, которые позволяют людям вот как раз-таки в плане безопасности количество своих знаний увеличить. Да, вопрос финансовой грамотности, особенно в последние годы, стал одним из ключевых направлений деятельности Банка России. Он увеличивает свою активность по всем направлениям. Если вы обращаете внимание на аккаунты в социальных сетях Центрального банка, там сейчас довольно много появляется материалов, видеороликов, практически во всех социальных сетях Центральный банк присутствует. А также он ведет работу непосредственно с учебными заведениями для того, чтобы повышать финансовую грамотность, ведется работа со школами. Практически уже в большинстве российских школ, 70-80% школ, введен курс финансовой грамотности. Кстати, тут Башкортостан, в общем, даже на первом месте находится по количеству школ. 91% наших школ внедрили курс финансовой грамотности. То есть это предмет дополнительный в школьной программе? Это предмет, который проходят школьники. А преподают кто? Преподаватели школ. И это одна из активностей Банка России в этом направлении. Совместно с учебными учреждениями проходит обучение преподавателей. Это ведется отдельная программа по этому направлению. Также много активности в части дистанционного обучения финграмотности. Банк России проводит так называемые видеоуроки, да, к которым подключаются ученики школ. А для взрослых есть что-нибудь? Вот школьники, да, они, конечно, бывают среди них сознательные ребята, скажем, но эти люди еще не зарабатывают деньги, да, свои, и информация может забыться. А вот взрослые как раз чаще становятся жертвами. Ну, вот на примере как раз республики у нас есть совместный проект с Республиканской библиотекой Заки-Валиди. Мы также, используя ресурсы библиотек, у библиотек сейчас есть места компьютерные, подключенные к интернету, и в регионах республики также есть возможность любому человеку, и взрослому, и школьнику прийти в местные библиотеки и пройти какой-то урок. Вот ближайший урок у нас 14 марта предстоит, и тема его кэшбэк. Наверное, многие этим пользуются. Поэтому такая активность для взрослых тоже доступна. Смотрите, вот конкретно такой вопрос сейчас будет. Значит, финансовых организаций много, да, помимо банков существует и множество других. Понятно, что это как бы тема объемная, там микрофинансовые организации, кооперативы и прочее. Вот если коротко и по-простому, да, как человеку понять, что организация, ну, скажем так, честна на руку, да, работает в правовом поле, и Центральный банк контролирует ее деятельность?
То есть вот его пригласили, какой-нибудь кооператив, вроде не банк. Вот что сделать там, в виде 2 шагов для того, чтобы не попасть в руки мошенников в таком виде? Ну, если это лицензируемая деятельность, прежде всего должна, конечно, быть у организации лицензия. Если есть какие-то сомнения, можно обратиться к сайту Банка России и посмотреть тот вид некредитных финансовых организаций или кредитных финансовых организаций, которые вас интересуют, поискать по нему информацию. Как правило, там все ли виды финансовой деятельности лицензируемы? Ну, безусловно, не все. Законодательство для каждого вида деятельности разное, но, тем не менее, всю информацию об этом можно получить на сайте Банка России, официальном сайте ЦБР.ру. То есть, если организация занимается кредитованием, не факт, что она должна иметь лицензию? Кредитование должна иметь лицензию. Должна иметь? Да. А та организация, которая принимает вклады разного рода, не обязательно имеет лицензию? А если это вклады физических лиц, то это тоже лицензируемая все деятельность. Это все должно происходить под контролем Банка России. Ага. Но ведь иногда производятся какие-то суррогатные, возможно, операции. То есть не вклад фактически, да, но это вклад под видом вклада происходит. Бывают такие тоже виды деятельности, и, к сожалению, не за всем может в этом случае Банк России уследить, и здесь граждане должны проявлять бдительность и не вестись на высокие проценты. Как правило, это говорит о том, что это мошеннические какие-то схемы, если процент по вкладу сильно отличается от... Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Благодарим нашего гостя, заместителя управляющего отделением Национальным банком России по Республике Башкортостан Егора Михтанюка. Благодарим всех наших слушателей. Хорошего дня. Пока. Спасибо. Спасибо. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире.